Приветствую вас, львы, на моем канале. Сегодня хочу рассказать, что будет происходить в вашей жизни в марте 2021 года в таких сферах жизни, как любовь, карьера, финансы, здоровье, также ваш внутренний мир, внутреннее состояние, какие препятствия будут, и дать вам советы. Да? Весь расклад сделан на 7 колодах. За каждую сферу жизни отвечает своя отдельная колода. Мне захотелось в благодарность вам, да, за интерес к моему каналу, к моим видео, за лайки, за ваши дизлайки, за подписки особенно, да, сделать вот такой вот сложный расклад для вас, да, на 7 колодах. Я не стала записывать намеренно, да, перетасовку колод и раскладку, которую я только что делала, чтобы не отнимать ваше время, потому что это было долго и как бы заняло много времени. Поэтому мы сразу приступаем к прочтению прогноза. Почему 7 колод? Ну, потому что здесь видите, как карта могла, допустим, повториться. Да, в вашем случае здесь, насколько я помню, повторений нет. Да, у вас нет. А у многих знаков проигрались повторения. Если бы я использовала эту карту здесь, да, то она бы не могла где-то в другом месте появиться. Поэтому вот так сложно, но зато интересно, и каждая сфера может себя проявить, да, полностью, а не частично. Поэтому хорошо, переходим к рассмотрению, что тут будет происходить у вас, львы. Начинаем с вашего внутреннего мира. Смотрите, первая карта. Мы — это мир, да. Эта карта говорит о том, что понимая себя, да, вы поймете все человечество. Эта карта говорит о том, что все мы разные, да, мы все очень внешне отличаемся друг от друга, но тем не менее мы все одна большая семья на этой планете, да, и все мы чувствуем одинаково, мы любим одинаково, мы ненавидим одинаково, да, мы испытываем гнев, боль, страх одинаково, независимо от того, какого мы цвета, какого мы роста, да, где мы родились, то есть все мы по сути одинаковые. И вот карта говорит о том, что у вас произойдет вот это осознание, знаете, такого родства со всем человечеством, да, на внутреннем уровне это произойдет. Потому что вы, в принципе, по своей природе, вы как бы наоборот, вы чувствуете какую-то такую обособленность, да, как будто вы выше других, лучше других. А вот здесь вот как-то, да, не знаю, какое-то вот такое событие произойдет, что вы прям, знаете, будете так чувствовать себя частью этой вселенной. Хорошо, это первая половина марта. Кстати, я вам не сказала, вот это первая половина, это вторая половина марта. С 1 по 15, с 15 по 31. Значит, в первой половине будет у вас вот такое вот отличное состояние, да, когда вы любите мир, и мир, соответственно, отвечает вам взаимностью. Вторая половина марта, карта мечта. Ну, она у нас о чем говорит? Она говорит о том, что когда мы мечтаем, да, мы наделяем людей и события какими-то своими проекциями и ожиданиями, да, которые в реальности потом явно отличаются от того, что мы себе там нафантазировали. Да. Поэтому вы можете, конечно, погрузиться в эти иллюзии, мечты, но тогда перестанет существовать реальный мир, понимаете? Поэтому эти ваши фантазии в будущем, они просто приведут к разочарованию. Поэтому карты говорят, не фантазируйте себе там ничего лишнего, понимаете? Не надо ничего фантазировать. Живите вот вашей жизнью, той, которая есть, а не та, которая у вас там в голове. Хорошо, переходим к нашим основным сферам. Любовь, карьера, финансы, здоровье. Любовь. Начинаем с любви, да? Колесо фортуны. Это просто классная карта. Она говорит о каких-то очень хороших изменениях, да, в личной жизни. Например, если вы сейчас ни с кем, да, не встречаетесь, у вас нет пары, эта карта говорит о том, что вы встретите человека, и это, знаете, это может быть даже судьбоносный человек, потому что это старший аркан, еще и карта судьбы, да, то есть как бы и эти отношения могут быть очень яркими. Карта не говорит, насколько они будут длительные, крепкие, но, возможно, они будут короткие, но очень яркие, запоминающиеся. Допустим, если вы находитесь в паре, да, то это какие-то положительные изменения, да, то есть здесь улучшение отношений, здесь появляется, возможно, страсть, какие-то чувства, да, возможно,
общий вид на ваше будущее, да, желание что-то делать вместе, то есть как-то вы более сплочаетесь, так знаете, в паре. Ну, это вообще в целом удача, да, в любви, в любовных отношениях. То есть отношения здесь честные, открытые, здесь как бы нету вранья, здесь все хорошо. Здесь вот получается вранье появится позже, да, во второй половине марта вот эта карта говорит о любовном треугольнике. То есть если здесь все хорошо, то здесь как бы уже все не так хорошо. Поэтому, да, если, допустим, у вас есть конфликты с вашей половинкой, да, то карта говорит о том, что вам нужно просто сесть и поговорить. Поговорить о своих чувствах, о ваших отношениях. И тут вполне можно договориться, да, прийти к какому-то общему знаменателю и как бы прекрасно жить дальше. Также карта говорит о совместных поездках, да, каких-то там, ну, не знаю, какие-то походы, да, совместное времяпрепровождение, то есть куда-то. Хорошо, вот переходим мы во вторую половину марта. Да, здесь шестерка жезлов. Это как бы отличная карта с одной стороны, да, но карта-то неплохая в принципе, но она показывает, знаете, что здесь? Она показывает неравенство в паре. Да, то есть тут как бы один человек, и скорее это вы, да, потому что все-таки лев, это похоже очень на вас. Здесь человек получает больше внимания, то есть он здесь, видите, он здесь даже на коне сидит выше, да, а люди пониже. То есть получает больше внимания, то есть он тянет все внимание на себя. И тут партнер постоянно вынужден быть на вторых ролях, то есть он постоянно вынужден у вас что-то просить, да, как бы просить ваше внимание к себе. Ну вот это как один вариант, да, развития событий. Потом, что здесь еще может быть? Вообще это может быть пара, где второй вариант, да, где роли распределены, в принципе, равномерно, да, скажем так. То есть, когда один человек работает, другой дома, то есть вроде бы как человек на вторых ролях, но тем не менее он не испытывает вот этого некомфорта и недовольства, да. То есть вот здесь два варианта развития. Либо когда вы слишком, да, проявляете себя и вот эту свою солнечность, да, показывая, что вот он я. И второй вариант, где вы, как бы вид отношений, это где вы не так сильно себя выпячиваете, а вы более, да, как-то с вами можно договориться и комфортно жить. Вот два вида таких отношений. Вы уже там сами для себя смотрите, да. Кто здесь, какие из этих отношений ваши. И самое главное, что показывает эта карта, да, самое важное, это любовный треугольник. Тут важно быть внимательными, да, чтобы не упустить как бы момента, да, когда ваш молодой человек, а может это и вы, а может ваш муж, а может непонятно, в общем, здесь появляется еще один человек. И ну, карта говорит, что вполне вы можете выиграть, да, в этом треугольнике, то есть вы окажетесь победителем. Но опять же, пожалуйста, не забывайте, да, что вокруг есть у вас люди. Это я о той паре, где вы чувствуете себя превыше всех остальных членов семьи. Не забывайте, кто вас привел, да, к этому месту, где вы сейчас находитесь. Поэтому переходим к карьере, чтобы не углубляться. Смотрите, девятка жезлов, да, о чем она говорит? Она говорит о том, что новая работа, да, или смена уже имеющейся работы, если это вот вам необходимо, это сейчас самое благоприятное время. Если вы хотите поменять или найти, пожалуйста, да, все карты в руки. Вы найдете классную работу, да, которая вас будет вообще полностью удовлетворять. Потому что эта карта говорит о том, что все в ваших руках. Видите, как у него дверь, все возможности. То есть вы сами принимаете решения, и поэтому все получится. Вы вообще как бы мастер, профессионал, специалист, да, вы очень хорошо выполняете свою работу, свои обязанности, поэтому вы с легкостью как бы найдете любую работу. Ну и также, если, допустим, начальство, да, может заметить то, как вы хорошо работаете, как-то вас, да, там, или повысить, или премию какую-то выписать, то здесь ваши труды окупятся по этой карте. Что здесь еще? Здесь, конечно, человек, да, дисциплинированный, то есть он справляется здесь со всякими трудностями, сложностями, да, если возникают какие-то проблемы в работе, вы тут с легкостью, да, все это
преодолеваете все эти преграды, да, какие-то там сложные переговоры, проблемы с документами, еще какие-то моменты, то здесь все с легкостью вы делаете. Еще эта карта говорит о том, что вы противостоите конкуренции, да, то есть вы способны конкурировать и способны выигрывать в этой конкуренции, поэтому, ну, тут, как говорится, вы на коне. И еще она говорит о защите своих позиций, то есть не сдавайте свои позиции. Если вы в чем-то уверены, вот стойте до конца, да, на работе, не уступайте. Хорошо, так, переходим ко второй половине марта, и она говорит, здесь туз пентаклей, прекрасная карта, появляется какой-то уникальный шанс. Я не знаю, что это за шанс у вас там будет, но это вот прям супер шанс, это какая-то перспектива на работе, да, это вот то, что бывает, знаете, один раз там, да, один раз за жизнь, грубо говоря, да, то есть это какое-то супер удачное стечение обстоятельств, это везение, это вообще нужно воспользоваться этой удачей, то есть это либо перспектива, да, какая-то на работе, может быть повышение, не знаю, может быть какой-то очень важный договор, который нужно не упустить, какая-то сделка, может быть, вы собираетесь увеличить свою компанию, да, свой бизнес, поэтому тут будут все шансы, да, найдется какой-то партнер или будут какие-то вложения в вашу фирму. В общем, тут очень важно не упустить момент. Для любого человека будет какой-то шанс вам предоставлен, и вы должны не пропустить его и не упустить. Очень, очень важно. Переходим, да, к сфере финансов. Карта справедливость. О чем она говорит? Ну, вообще, эта карта, конечно, не о финансах. Она просто говорит о том, что деньги приходят к вам честным путем. Ну, это наши деньги, да, наши там зарплаты, авансы. Все деньги, которые мы честно зарабатываем. Потом, что здесь может быть? Здесь могут быть выигрыши в суде, да, денег, имущества, да, может быть, вы там с кем-то судитесь. Здесь может быть выплата вам долга, да, если кто-то вам был должен. Здесь какие-то денежные компенсации могут вам, да, вернуть. Потом решение всех налоговых вопросов, если для вас это актуально, тоже эта карта все это с легкостью решает. Все эти денежные проблемы своим мечом, да, разрубает все это с легкостью. То есть как бы все в порядке, скажем так. А вот во второй половине месяца марта здесь проблема. Девятка мечей – это вообще, конечно, карта, знаете, такого тяжелого душевного состояния, страха, переживаний, волнений за свои деньги, понимаете? Вы почему-то, я не знаю, произойдет какая-то ситуация, после которой вы начнете волноваться за свои деньги. Причем это не просто волнение, это панический страх, можно сказать, понимаете? Панический страх за свои деньги. Я вот думаю, тут знаете как? Тут, допустим, смотрите, если мы берем туз пентаклей в карьере, да, то есть вы хотите расшириться, да, свой бизнес, расширить свое дело, и вам нужно вложить большую сумму денег, вы поэтому переживаете, понимаете? Если вы работаете на какой-то фирме, предприятии, возможно, там задержка идет с деньгами, да, нет поступления денег, и вам не выплачивают зарплату, вы переживаете, думаете, ну как-то, ну, я рассчитывал, да, тут не получается. Ну, то есть тут эти две сферы взаимосвязаны. То есть тут что-то происходит на работе такое глобальное, и от этого ваше волнение, да, за деньги. Возможно, вы хотите, правда, бросить работу, да, и по тузу найти новую, уйти на новую работу, и просто переживаете, думаете, а как там, вдруг вот пообещали столько платить, а будут меньше платить. Ну, эти страхи, карта девятка мечей говорит, что эти страхи в основном они надуманные, да, видите, тут ночь, человек лежит, то есть он просто сам себя накрутил. Там ничего страшного по сути нет, это просто накрутка такая идет. И причем, переходя, да, дальше в здоровье, тут выпадает шут, который говорит, эта накрутка, она, понимаете, может достигнуть таких масштабов, что у вас будет ощущение сумасшествия, как будто вы с ума сходите. Поэтому перестаньте, не накручивайте себя. Тут ничего страшного нет. По такой хорошей карте туз пентаклей, да, тут не может быть ничего плохого. Даже если сейчас кажется, что что-то может быть плохое, но тут ничего плохого не будет. Не переживайте, не накручивайте так себя.
Ну вот давайте переходим к здоровью. Сначала посмотрим первую половину, паж кубков. О чем он говорит? Ну, он как бы не говорит о каких-то конкретных, да, там, заболеваниях. Если вы чем-то болеете, что-то вас беспокоит, карта говорит, ну, нужно просто изучить, да, какие-то причины этого состояния, почему вам там, да, некомфортно. Эта карта больше показывает даже, знаете, какие-то вот эмоциональные трудности, да, депрессии, переживания, да, и вот все больше связанное с нервами. И самое главное, знаете, какой показатель? Это человек, который чахнет от любви, да, паж кубков. То есть здесь вот, я думаю, что колесо фортуны говорит, что вы встретите какого-то человека, да, в которого очень влюбитесь, и тут вот прям, знаете, будете страдать за этим человеком. Или же в семейных отношениях, да, отношения улучшатся, поменяются как-то, да, и вы прям начнете так проникаться к своей второй половинке. Поэтому здесь как бы нет проблем со здоровьем в первой половине, да, тут просто такой чахнем от любви. Может быть и к себе, понимаете, здесь вы и к себе можете от любви чахнуть, потому что все-таки вы у нас такие львы. Дурак, да, я тут уже захватила, да, немножко одну тему сказала, что одно из вариантов дурака – это сумасшествие, бред, это когда вы просто ощущение, что вы сходите с ума. Но еще это также ощущение молодости, бодрости, да, когда у вас много энергии, сил, это небрежное отношение, да, к своему здоровью, но тут, слава богу, ну, последствий никаких не приносят хоть. Это тоже такие же какие-то психологические расстройства, переживания, да, неврозы. Ну, это вот, понимаете, это накрутка. Вы себя здесь так накрутили, что все это просто превратилось в сумасшествие, в какой-то в психоз, а невроз. Поэтому не делайте так. Препятствия смотрим, да, препятствия. Четверочка кубков. Она, знаете, о чем говорит? Она говорит, не поддавайтесь унынию, да, не поддавайтесь пассивности. Будьте инициативны, потому что здесь она, видите, засела в своем шарике, да, в этом, и сидит, ничего не делает. Ручки сложила и сидит, горюет. Так, ну это же препятствие, соответственно, так делать не надо. Поэтому не надо сидеть, горевать, потому что это, если вы будете так делать, вы не сможете тогда что-то сделать в своей работе, да, вы не сможете как-то продвинуться вперед, улучшить, не сможете встретить человека, да, если вы будете сидеть дома и горевать, страдать. Поэтому живите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, ходите с удовольствием на работу, ходите на свидания, и тогда все получится и все придет. А если вы будете сидеть и горевать, то как бы вы никого не встретите, понимаете, тут и колесо фортуны не поможет, если вы дома вот так будете сидеть и страдать, накрутив себя. Хорошо, королева Пентаклей, да, о чем она у нас говорит? Она говорит, контролируйте свой упрямый и вспыльчивый характер. Ну вы же знаете, да, что вы можете вспылить. Поэтому контролируйте, потому что вы можете и сами потом пострадать от этого, понимаете? Поэтому, пожалуйста, вот я вам сделала, да, такое. Совет дала, потому что это препятствие. Если вы не будете контролировать, возможно, вы не получите те шансы, которые готовит вам судьба. То есть она вас как бы предупреждает. И советы, да, смотрите, карта звезды, о чем говорит? Она говорит, доверьтесь судьбе, да, просто доверьтесь. Она сама все сложит так, как надо, да, то есть Вселенная сама все устроит. Просто вот доверьтесь, не сидите сложа руки, а просто доверяйте. И вот тогда все это колесо фортуны прокрутится, да, и вы получите то, что хотели. Просто доверьтесь. Придет свое время, и все получится. И вот, смотрите, последняя карта, да, карта гроб. Казалось бы, да, она может испугать, да, такое название, как бы, карты. Но здесь ничего страшного нет, потому что она говорит, вам нужно отдохнуть. Видите, тут девятка мечей, тоже девочка лежит. Она говорит, вам нужно просто отдохнуть. Вы настолько себя накрутили там себе, что тут просто нужно лечь, отдохнуть, отключить голову и просто вот прийти в какое-то нормальное эмоциональное состояние. И еще, кстати, она говорит, это, знаете, как
похороны своего прошлого, да, скажем так. То есть одно из значений можно совета, да, дать вам совет, это похороните свое прошлое. В каком плане? Да, в каком плане? В том плане, что если, допустим, здесь мы берем любовные отношения, если здесь были проблемы, да, любовный треугольник какой-то был, она говорит, что, и, кстати, колесо фортуны может говорить, что, возможно, вы в начале месяца узнаете, да, то есть колесо прокрутится, и вы узнаете, то есть эта ситуация высветится, да, и придется принимать какие-то решения. И она говорит, оставьте это все в прошлом. То есть если, оставьте эти отношения и уйдите из них, понимаете, то есть оставьте. Если это касается работы, да, похоронить прошлое, для кого актуально, допустим, будет работа, она говорит, да, спокойно можете оставлять свою прошлую работу, да, хоронить ее, грубо говоря, да, и начинать все сначала, да, либо идти на новую работу, либо даже свое дело начинать. Поэтому вот она говорит, не бойтесь, оставляйте прошлое в прошлом. Или если никаких изменений вы не собираетесь, да, в своей жизни менять, то есть вы, как была у вас семья, так она и будет, как была у вас работа, так она и будет, просто там будут происходить внутри изменения, то карта говорит, изменения будут масштабные и как бы, да, они будут нести за собой нервные расстройства, да, такое напряжение нервное. Просто вот больше отдыхайте, больше спите, да, и она советует просто больше отдыхать. Ну вот как-то так, львы, да, сложился для вас расклад, большой, интересный. Надеюсь, вам понравилось. Благодарю вас за интерес, за то, что вы просмотрели. Ставьте, пожалуйста, лайк, если нравится, дизлайк, если не нравится. Комментируйте, очень жду ваших комментариев. Мне всегда интересно, что вы думаете, да, по этому поводу. Конечно же, подписывайтесь и жду вас на своих новых видео. Благодарю за просмотр.